Дорогие друзья, мы продолжаем нашу рубрику «Арт-погружение», знакомящую с произведениями из коллекции Национального художественного музея. И сегодня я представляю в нашей рубрике полотно известного якутского художника Афанасия Петровича Собакина «Танец стерхов». Афанасий Петрович принадлежит к поколению художников-шестидесятников. В своем творчестве он обращался к разным мотивам, писал как портреты, так и пейзажи. И для его полотен характерны романтизм и поэтический возвышенный взгляд на реальность. Он очень любил родную природу, просторы аласов, девственную нетронутость лесов, величие и красоту ленских скал. Все это он с проникновенностью запечатлел в своих произведениях. А сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на полотно «Танец стерхов» из собрания нашего художественного музея, которое художник написал в 1966 году. На картине он изобразил стаю стерхов. Как мы с вами знаем, это редкий вид птиц, который обитает только на севере России. Их другое название – белые журавли. Они находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. А по якутскому преданию человек, однажды увидевший танец этих белоснежных, царственных птиц, становится счастливым на всю жизнь. А белые журавли избегают людей, поэтому заметить их в дикой природе довольно сложно и редко. А вот Афанасию Петровичу, который был заядлым охотником, рыболовом, удалось лицезреть это скрытое от посторонних глаз действо. Под впечатлением, восхищенный увиденным, он создал одно из своих редчайших и ярчайших произведений. И это воспоминание о чуде своеобразным лейтмотивом проходит через все его творчество. Он постоянно возвращается к этим божественным птицам, к Италык. Пережитое счастливое мгновение вылилось в удивительное по своему звучанию, оптимистическое, сияющее звучными яркими красками полотно, в котором автор дает полную волю своему живописному темпераменту. Как мы с вами видим, живописец изобразил на фоне характерного северного пейзажа птиц. Стерхи прыгают по земле с расправленными крыльями, словно танцуют. За ними расстилается широкая золотисто-охристая долина. Вдалеке виднеется берег узкой речки. На горизонте яркое голубое небо и горная цепь, которую освещает солнце. На картине Собакин написал весеннюю природу, которая просыпается после зимы. Птицы вернулись после зимовки, лед на реке растаял, и в земле прорастает молодая трава. Для художника возвращение белых журавлей с юга было знаком наступления весны и продолжения жизни. Цветовая палитра полотна состоит из многочисленных оттенков разных красок. Их сочетание делает живопись вибрирующей, динамичной. И чтобы создать эффект солнечного света, художник использовал охристый, золотистый и желтый цвета. А приглушенные цвета синего неба и розово-фиолетовых гор создают гармоничное звучание пейзажа. В этой картине «Танец стерхов» Афанасий Петрович соединил несколько символов своей родной земли. Это и белые журавли, уникальные скальные массивы и сдержанная северная природа. Картина стала самым известным произведением мастера, и большинство исследователей считают ее вершиной пейзажного творчества художника. А завершить мне свой рассказ хотелось бы строками Семена Данилова. Благими вестниками новых теплых дней, живыми знаками любви к земле родимой, вдруг возникает стая журавлей, и рек движение уж необратимо. А журавли и солнце, сопки и леса, ручьи и свежестью струящееся поле переговариваются про чудеса, поют про радость и про волю.